Какая-то техническая там особенность была. Сейчас. Так, надо его сейчас раскидать еще там. Так, дорогие друзья, короче, сейчас тут небольшие какие-то помехи. Не мог почему-то в эфир выйти с предварительного эфира. Я не знаю, меня слышно, видно, нет? Так. Кто не слышит, кто плохо слышит, заходите ими радио.пл. Так, сейчас. Она, кстати, тебе рубашка идет. Так, мы в эфире, Серега. Не ругайся. Так. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня пятница, 23 января 2026 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, на волнах первого мигрантского радио в Польше, imiRadio.pl. С нами гость в студии, эксперт Сергей Власенко. В общем, наше видео-то, которое мы в среду записали с тобой, оно так-то, в общем-то, немножко подзалетело. Короче, люди комментарии оставляют. Тема довольно, кстати, людей зацепила. Так, к нам присоединяется после почти, наверное, полугодового отсутствия наш дорогой уважаемый друг из Туркменистана Сердар Хаджанипесов. Сердар, приветствую тебя на волнах какие-то бурята. Давным-давно не было. Наверное, год уже не выступали, Нет, да? Полгода точно не было. Полгода точно не было. Ладно. Оставим это немножко на потом. Ну вот сегодня как раз поговорим, затронем как раз вот эти темы, связанные с международной политикой, что там приключилось. Сердар тоже свое слово скажет. Давайте, друзья, начнем наш эфир. Вот из последних событий. Так. Так, у нас тут, извиняюсь, технические проблемы. Все, пошло, да? В общем, начинаем. Сергей, что ты хотел бы сказать? Тебе как к старшему обращаемся. Вот что ты нам, молодежи, хочешь донести, так скажем, с вершин своего возраста, экспертное мнение, так скажем. Хочу сказать, что санкции заработали. Так. И очень хорошо заработали. Сейчас я на тебя переключу, подожди. И очень хорошо заработали. Сергей, можешь микрофон вот так повернуть в бок, вот так, боком, потому что, видишь, боком, вот так, боком. Боком и отодвинуть чуть-чуть, вот так, как я говорю, вот так, да. Чтобы зрители твое лицо видели. Зачем? И очень хорошо заработали санкции. Видишь, они, знаешь, меня критикуют, говорят, ты говоришь, и голос вот идет. Откуда ты, да? Да. Ну, то есть это, короче, а я говорю, это же подкаст у нас, вы же должны слушать. А у людей, у многих вот это визуально обязательно надо глянуть, короче, понимаешь? Ну, в общем, заработали и взвыла Великая Российская империя, которой санкции были нипочем и только помогали импортозамещать. И вот они все импортозаместили. Они теперь, во-первых, импортозаместили количество сдохнувших на войне на африканцев, индийцев и всяких прочих других национальностей. Они импортозаместили продукты, которые стали исчезать в магазинах и повышаться в ценах. И также думаю, что в ближайшее время иссякнет помощь от Ирана в шахедах и в ракетах. И думаю, что Северная Корея тоже задумается, потому что Китай там как-то не очень настроен сейчас к России. И думаю, что он немножко вожжи у северокорейцев подберет.
Трамп, а по твоему мнению, Сердар, что там? Как Центральная Азия поживает, как диктаторские режимы? Ну, диктаторские режимы пока, по всей видимости, процветают. И Трамп их поддерживает. Ну, как говорится, ты знаешь, я стараюсь быть правильным, говорить правду, ничего кроме правды, потому что Бог Всевышний Аллах там говорит, будьте справедливыми и говорите правду, или лучше молчите. Так вот, скажу так, Сердар, я бы тебя хотел попросить немножко сместиться в ту область. Ты видишь, у нас со столом проблемы. И поэтому, когда ты вот ближе к этому давишь, и там получается, что камера туда-сюда ходить начинает. Ну да, думаю, тебе надо помочь с этим чуть-чуть там, спонсорной поддержкой. Но вот немножко не тот купил, к сожалению, этот. Ну вот да, вот если заметишь, Сейчас. так вот визуально Ну, представь, что сейчас творится в мире. Да, Восточная сторона Европы. Россия уничтожает Украину. Уже 4-й год, да, или 5-й год? Пятый. Даже, 5-й год даже пошел. Потом, исходя из этого, Израиль начинает уничтожать Палестину. До сих пор уничтожает, хоть и подписал Хамас, с ними перемирие, что-то такое, но все равно не только уничтожает, и животных убивает, и зелень уничтожает, и деревья оливковые вырывает. И то же самое, например, начал делать Трамп. То же самое начал делать Трамп. Ну, с Венесуэлой сделал, и мы это сейчас видим. Мгм. На что? То есть ты против того, что сделал Трамп с Венесуэлой? Конечно, против. Вообще я против них всех, этих злодеев. Проливать кровь невинных людей – это несправедливо. Бог нас создал всех. И Он говорит, будьте справедливыми, даже если это будет вам вредить. Даже если это вам сильно навредит, никогда не отходите от справедливости. Будьте на стороне справедливости. И злодеи, ну, что они хотят? Они хотят поработить народы, не только поработить. Поработить-то они уже поработили много пространства земли. Так они же еще уничтожать начали. И как говорит там, некоторые из них говорят, людей стало очень много. Извините меня, пожалуйста, люди не принадлежат кому-то. Каждый человек принадлежит Всевышнему. Он создал нас всех. Душу нам дал. И он же сказал, я вас воскрешу, и каждый ответит за содеянное. Кто сделал доброго? Так а вот почему, ну сразу такой вот от меня, так скажем, от тенгарианца, от бурята-шаманиста вопрос. Мы, буряты, вообще не относимся к этим, к народам, скажем, верящим в Бога Творца. Конечно, у нас есть и, значит, буряты, исповедующие ислам, различные его версии. Точно так же, как и христианство, различные его версии. Ну, ты вот для нас, для тенгарианцев, шаманистов, вот поясни. А как при вот таком Боге-творце существует огромное количество вот этой, во-первых, несправедливости, раз, а во-вторых, диктаторы, вот даже в тех странах мусульманских, Да. это же не первое столетие диктаторы, Они всю жизнь там без практически диктаторов с не было момента вот никогда. основания вот этих всех халифатов, это же тоже можно отнести к Нет, диктаторским халифаты, режимам. нет, все халифаты, это сейчас вообще уйдем далеко в историю. Просто давай последние 100 лет просто посмотрим. 100 лет, можно сказать, да? 26-й сейчас, ну 102, может. Не, ну твой мысль вот коротко. Я сейчас людям. понял, да. Ты сейчас говоришь, Борьба. почему так? Что нужно делать? Смотри, вот все созданное, все живое Угу. имеет мозг, тело, кровь. Животные, любой вид животных, насекомых имеет то же самое, что и люди. Питаются, размножаются. Ну, это как его инстинктивно, да? Но человек отличается чем? Единственное, чем человек отличается от всех других живых существ, он умеет думать, имеет разум, или разуметь. Кажется, по-русски то же самое будет по-польски, как Да. по-польски, разуметь. Человек разумно мыслит. И в Коране, и в Библии, и в Торе написано, неужели вы не уразумеете? Ведь создавший вас из ничего, придет день, когда он вас воскресит, а воскрешать ему вас не трудно, потому что это будет уже второй раз. Потому что создать бокал в первый раз будет трудно, или во второй раз, когда уже есть копия. Конечно же, во второй раз легче. Это к примеру. И вот он говорит, делайте, что хотите. Я вам отправил предписание. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Кто будет делать добро и следовать указам,
того ждет рай. А кто будет творить зло и непослушание, то тех ждет ад. И вторая жизнь вам гарантирована, но она будет вечная, очень долгая, нескончаемая, и там уже не будет понятия смерть. Там будет понятие мучения, и там будет понятие счастья, абсолютное. Абсолютное мучение и абсолютное счастье. Где в аду люди будут молить, чтобы пришла уже смерть, которая не будет приходить, а в аду, которые будут в раю, они будут наслаждаться, и все. Вот вам выбор. И живи как хочешь. Кого хочешь верь, во что хочешь верь. Но одновременно Всевышний говорит, только одумайтесь, я вас создал от одного Адама и Евы. И сделал вас разными народами, и дал вам разные книги. Ну, Тора, там, евреи говорят, мы высокие люди. Христиане говорят, это мы лучше, чем евреи, потому что у евреев есть убей, у христиан есть поставь вторую щеку, больше к любви, чем к насилию. А в Коране есть и око за око, глаз за глаз, как в Торе, и одновременно же прощение, милость тоже. Но с другой стороны, когда есть несправедливость, то чтобы за эту справедливость наладить, то Всевышний нас взывает к единству. Когда вы воссоединитесь во имя Всевышнего, я вам, говорит, помогу. И никакое оружие вам помехой не будет. Ну, это все хорошо. Ладно, вернемся к нашим делам мирским, так скажем. Вот сейчас Трамп создал такую организацию, по-моему, в Давосе, если я не ошибаюсь, да? Да. Значит, она была представлена, и там вот, список стран, да более, там, скажем, смешной, кто вошел туда. И меня повеселило, что туда вошла Монголия, там даже, вообще, откровенно говоря, президент в Монголии, он такая должность, как в Германии примерно. То есть, вообще никакая фактически. Там номинально, да. Там не президентская республика, там управляет, парламент. Чем-то, может быть, даже похоже на ситуацию с президентом в Польше. Где президент... здесь же тоже парламентская. Да, она в том-то и дело парламентская, а президент имеет, как Туск сказал, такие же полномочия, как у короля Англии, в общем. И ситуация такая, что, это меня довольно повеселило. Я так думаю, Монголия, она вообще, в принципе, много чего не ратифицировала, там, из ООНовских вот этих, особенно, например, по беженцам. Значит, и вот когда буряты побежали в связи с мобилизацией, значит, в Монголию, первая попавшаяся страна, как скажем, легкая, там 4 тысячи, 5 тысяч рублей всего стоило для того, чтобы туда перебраться. И вдруг оказалось, что бурят-то там не ждут. Хотя там, пропаганда вот этих вот так называемых бурят-монголов, вот это вот вся там подмонголистов, там арамонголы, там и прочее десятое, она рисовала совершенно другие картины. А почему? Потому что они не знают о том, что вот вся вот эта их система, она создана в 70-е годы для борьбы с китайцами на основе синофобии. То же самое в Казахстане продвигали, то же самое внутри Монголии. А когда помогите, государство монгольское, оно вообще в принципе не участвовало в помощи. Люди, монголы, халхи, различные другие племена, они, конечно, участвовали, за что им большое спасибо. Я неоднократно об этом говорил и говорю. Но на фоне всего этого, конечно, завелись там и мошенники такие, там продвигают, значит, группа мошенников таких, знаешь, связанных в том числе с русским государством. Они решили, что, надо торпедировать идею, переезда бурят за рубеж. И мы с тобой, кстати, Серега, же обсуждали как раз этот вариант, что сейчас на волне ситуации с Марией Цыденовой, которая в Москве, в этом Подольске произошла, да, сейчас где родился бурят, там и пригодился, не надо вам никуда там разъезжаться по миру и так далее. Вот такие нарративы прокидывают. Что видите, как с вами там поступает в той же Москве, там, 5-10, при этом не говорят о том, что нам-то нужен суверенитет и независимость, чтобы мы не ездили туда на поклон, на арабскую работу куда-то, а ездили в Пекин, в Вашингтон отправляли наших детей учиться. Она же переехала туда. Да, почему? В те же Эмираты, в ту же Англию. Конечно, я то же самое призываю жителей Центральной Азии не ехать туда. Есть прекрасная Польша, верующая страна, христианская. Да вся Европа. Да. Понимаете? И сюда надо переезжать, в эти страны. В конце концов, в Украину тоже можно переезжать. Да, согласен. И нечего ездить в этот Мордор,
где об вас ручки-ножки вытирают. Мне вот кулуарно тоже там донесли, на самом деле, что у представителей Центральной Азии и у чеченцев там очень сильная диаспора. То есть вот эти вот покровские менты на них так не смогут так, об них ножки вытирать. И, короче, говорят, что именно на бурятах отыгрываются. Понял? На бурятах, якутах, там, гражданах Российской Федерации. То есть это их, как бы, знаешь, в свое время вот этих боярских детей, всяких воевод и так далее, их направляли же на прокорм. Это так, как прям писалось. Отправлено на прокорм, значит, в такую-то волость, в такое-то место, там, значит, в Сибирь. И все хотели в Сибирь попасть, потому что там Соболь. Можно было двойную кассу делать, как говорится. Соболь, одну государеву, короче, и теми же государевыми подводами еще и свою до определенной точки довозить там и на сторону продавать, чтобы в конечном итоге обрушил рынок цены Соболя. Если вначале она там то ли 25, то ли 30 рублей стоила, 40 соболей. А потом, значит, через буквально 20 лет стоила пятерку уже. Ну, то есть значительно цена упала. Да. Ладно, перейдем к тому, что Трамп создал. Сергей, я знаю, что ты всегда в курсе вот этих событий, следишь, много следишь за СМИ. Скажи, что за вот это Board of Peace? Это как тебе кажется, он создал что это организацию, параллельную Организации Объединенных Наций. Может быть, Совету, вот этому, где пятерка этих сидит, диктаторов? Нет, всей организации. Сегодня я на эту тему читал. Именно всей организации он создал. А получается, да, ну, он в 65 стран разослал, значит, приглашение, отреагировали 20, записалось, по-моему, 17. Вот. Записалось всего 17. Россия даже не записалась, а сказала, там наши деньги есть у вас, которые вы арестовали, вы из них возьмите в этот Совет мира деньги. Ну, Трамп, к сожалению, сказал, да, это, мол, типа, меня устраивает такой подход к этому делу. А вот меня, например, он не устраивает. Это деньги не принадлежат России. Эти деньги должны пойти на помощь Украине вообще. И на строительство новое. Позвольте перечислить, значит, страны, которые подписали. Послушаем. Казахстан, Узбекистан, Венгрия, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Марокко, Аргентина, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Ну, они все, я знаешь, как понимаю, в каком плане? Что они, сейчас же практически весь мир же видит, что Организация Объединенных Наций умерла. Тихо умерла. И теперь надо что-то новое делать. И все понимают, что надо что-то новое создавать, чтобы оно могло иметь значение. Ну, на самом деле, в истории это же не новая организация, которая была создана одним человеком. То есть была такая Лига наций до этого. Ну да. Ну, тоже это была мысль определенного человека. Я забыл, как, по-моему, это англичанин был. И он вот бегал, значит, создавал эту Лигу наций. Туда все нации вошли. Там, значит, но целью было предотвращение той вот Первой мировой войны, которая была. Да. То есть цель-то гуманная была, понимаешь? А в итоге оттуда начали исключать членов, которые развязывали те или иные войны. Там Японию, например, исключили. Ну, они... Германия. Да, то есть вот ситуация в этом, что в конечном итоге вот мирные инициативы и попытки замирить, вот, посадить за один стол, они в итоге, ну, там равный голос был, там организация такая очень демократическая, насколько помню, была. Да, и в итоге получилась такая же ситуация, как вот с ООН. Но ООН хитро построен, там же вот эти 5 стран, которые победители Германии, США, Франция, значит, Великобритания, СССР и Китай, вот эти 5 стран, они вот как бы основные все решения это и продвинули. И то есть ты считаешь, что вот все те, значит, резолюции и все прочее ООНовские, они что? лице сделал Совет Безопасности, он всем будет руководить и он будет всех направлять. Он так и объявил, я сегодня это читал. Ну, вот этих это, знаешь, как хитро, это вот похоже на какую-то вот такую организацию, в которой рубль вход, а выход 2. Да.
И чтобы вот войти сейчас тем, кто вот сейчас не По подписал, миллиарду по надо миллиарду заплатить. надо скинуться. Белоруссия, кстати, что же там? Белоруссия что? Не, но Белоруссия должна была ратифицировать. Там что-то Лукашенко-то Пока тоже не говорил ваш- хочу, но, видимо, его не приглашали. Я лично его, нет, пригласил его. Ага. Лично его я слышал позавчера, и он сказал, да, я готов, Но кто же его в Давос-то пустит? я, значит, буду вступать, тем более там все неправильно поняли, там не надо миллиард вносить сразу, ты можешь вступать, работать, а миллиард принести там позже, короче. Понимаешь, в чем дело? Ну, что-то вот... Но я что-то слабо не- уверен, что в Монголии миллиард есть. Я вообще, Сердар. если мое мнение хотите послушать, Конечно. интересно, мне вообще кажется, это, как его, настепная Шарашкина контора. Она никакого пользы миру не принесет. Если принесет, то только войны, кровопролитие, еще больше диктаторских режимов, еще больше войн на земле, потому что другой мне в голову не перед этим он напал на Венесуэлу, украл их президента с одной только целью, чтобы сосать их нефть. И с другой стороны, он говорит, я еще вам такое устрою, я по всему миру буду иметь всех вас своими рабами. Вот мы про Гренландию говорили. Как ты думаешь, Да-да-да. оккупируют Гренландию, нет? Не. Трамп? Ну, вроде бы Европа сидит и кричит, попробуй только войди, мы с тобой устроим войну. Мгм. Ну пусть, если Трамп туда войдет, пусть воюет с Европой. Если Он ему объявил, нравится. Так. он сегодня или вчера объявил, что нет, в последний момент Давос он сказал, нет, я не буду оккупировать, значит, вроде как страны договорились, что они дадут ему, но правда вот ничего по этому поводу не сказала сама Дания, а что ему выделят участки, как вот в этом есть на Кипре. Мгм. Что ему выделят базы военные. суверенные участки. Не, Мгм. на Кипре там вот несколько военных баз британских, и они имеют статус территории Британии. Да, Так да, и да, здесь, да. И также здесь, когда мы дадим американцам места причем места такие глухие, там, где ни люди не живут, ни звери не ходят. Мы дадим места ему под военные базы, чтобы он там жил, все развивался, делал. Но не претендовал на все остальное. И Мгм. Трамп вроде сказал, что меня вроде такое устроит. Ну, Ну, мы с тобой, по-моему, кулуарно на эту тему разговаривали, или, может быть, не с тобой, но я предположил, что вы поймите, Трамп это вот такой делец, то есть, который был в девелопером, там кем он куча только каких-то не был, строительств, он там занимался и так далее. И тут же ведь хитрость в чем? Вот эти вот, знаешь, броские такие, что мы там готовы 700 миллиардов отдать, что каждому там гренландцу по 100 тысяч. Это такие, знаешь, это как бы конфетки такие, вжик, вжик, вжик. А я такой думаю, ну странно, ну то есть при том, что он вот 3 января похитил Мадуру, и, в принципе, говоря о том, что там охраной Гренландии занимаются с датской стороны 2 собачьих упряжки, и он еще потом пошутил, когда туда европейские, значит, каких-то военных прислали, ну, на случай вдруг какой-то Да-да-да. агрессии. Я думаю, что ни у кого, на самом деле, из европейских, значит, вот этих кабинетных военных, так скажем, да, у них нет даже толики сомнений, что американцы, если захотят, они просто тяпнут. Да, И никто спрашивать, ничего да. не пукнет, не крякнет, не квакнет, как говорится, и проблем нет. И тогда вот становится понятным, что Трамп, он это все делал, вбрасывал в медиапространство, да, ну, во-первых, для того, чтобы показать, какой он крутой, какой он тавгай, Это первое, а во-вторых, обозначить ценник, который та же королевство Дании должно вложить в безопасность, потому что я неоднократно в своем телеграме Суртановцы, резерв и записки Халтарова, обязательно подписывайтесь, под описанием этого видео есть ссылки. Значит, представил карту, согласно которой еще с 50-х годов, 60-х годов, когда ракетная техника начала развиваться, появились баллистические ракеты. Оказывается, на Америку все ракеты со стороны Советского Союза были направлены через Северный полюс. А всегда так. Время подлета 20 или 30 минут. Я прошу прощения. И подожди. И ситуация оказывается в чем? И есть такая система, которая еще с 90-х годов, вот казалось бы, совок развалился, да, все, уже угрозы нет. Там поехали эмиссары, там, значит, замерять эти ракеты, ракеты средней дальности, там что-то РВСН-1, РВСН-2, там какие-то, значит, вот эти договоры подписывались о демонтаже, о продаже этого. Американцы с удовольствием покупали оружейное плутоний, оружейное, значит,
уран там и все прочее, обогащенное там в огромных количествах. Да. И, но одной этой ракеты все равно хватит, если она по Нью-Йорку ударит, например, да, это понятно, что где-то в кармашках, в запасничках-то, ну, ты Да. должен какой-то козырь оставить. И оказалось, что вот эта система «Золотой купол», развивающаяся с 90-х годов, которые там какие-то триллионы долларов были потрачены, она вообще не работает, если не прикрыта Гренландия. Из-за чего? Из-за времени подлета просто-напросто. И то соглашение, которое у Дании с американцами подписано, оно не позволяет вот эту базу, которая там существует, расширить, увеличить или расположить там системы противоракетной обороны. Понимаешь? И так, если сходу говорить, а мы вот хотим там это, можно вам там в Гренландии, там вот это все левачо, там же тоже, ну, королева-то или король в Дании, это же номинальщина абсолютно. Да. Там это фермеры, там, значит, распахали там эти вот неплодородные поля, там свинофермы настроили. Вот в Бурятии, например, свинообеспеченность добита чем? Тем, что купили ферму вместе с чушками. Понимаешь, то есть там какая-то обанкротилась, короче, оттуда оборудование, видимо, вывезли все полностью и создали огромный свинокомплекс. В Бурятии, который, ну я не знаю, зачем там свинокомплекс нужен, оказывается, с экономической точки зрения свинятина очень выгодная. Ну, Чушка от нуля, да, за 7 месяцев вырастает на хорошем корме, короче. И мясо, И вот Путин перед войной как раз он добивался, вот в ускоренном темпе, это же там миллиарды каких-то долларов были потрачены на этот свинокомплекс. Хотя у нас уже существовал Бадановский свинокомплекс, Николаевский. И он спрашивал, а почему в меня не вложили? Я бы тоже готов был поучаствовать в этой схеме. Но это, видишь, федеральные денежки были. А Бурятия уж стоило-то максимум за красные глаза 10 миллионов оборудования, а продали за миллиард, ты понимаешь? 100 раз на бурятах нажились уже тогда. И, значит, ну, Дания с удовольствием торговала, печенье, там все шло, да, понимаешь? Денежки-то они делают на Гренландии. А тратить денежки на защиту, тем более американцев, левое там или какое правительство, оно не хочет. А тут его поставили перед, как бы, подвели кое-что к носу этому, как его, датскому правительству в виде Трампа. Потому что именно вот Байден бы такой не смог не реализовать. Это договариваться надо, это ездить, там, демократия, млем-млем-ле, там, и так далее. А Трамп, сейчас мы сделаем, подождите, сколько эта проблема висит? 30 лет с 90-х годов. И вот он ее буквально за 3 или 4 месяца, он ее фактически решил. Ну, потому что дорогу же им открыли, Зуртан. Я хочу сказать, знаешь, что насчет вот этой темы, что там они все ракеты летят только через Северный полюс, все, самолет. Ну, из-под лодок. Самолет пассажирский Москва-Лос-Анджелес летит тоже через Северный полюс. Вся авиация в Америку летает через Северный полюс. Поэтому это не есть показатель такой прям крутой, что это все мелочь. А то, что ты сказал правильно, Трамп все сделал за 3 месяца, то, что Байден бы не сделал никогда. Нет, это, я думаю, это может быть. И тут еще... Ага. Может, это, возможно, ваше мнение, может быть, так и есть. Но я вообще, у меня будет другой взгляд на все это. Во-первых, чтобы Трамп вел себя смело, ему подали хороший пример. Путин ему подал хороший пример. Израиль в лице с Нетаньяху подал ему хороший пример. Диктаторы в центральноазиатских и других странах подали хороший пример, где народы, в основном воюющие вояки, которые не воюют, сидят тихо, молчат, даже своего правителя не хотят пока скидывать, чтобы страна не развалилась, а не бардак не стала. Я думаю, это ему стало большим поводом для храбрости, а все молчат, все в трубочку дышат, так что я могу что-то и сделать. Так его поддерживают. И Израиль ему говорит, давай делай, что хочешь, сейчас момент, надо всех мочить, давить, уничтожать. Они же 250 лет вложили в этот проект, 250 лет вложили деньги, время. В какой проект? В какой проект? Владеть миром. А. Делать то, что захочется. Ну, доллару сколько лет? 250 лет. Аннунакису этому. Аннунакис или кто у них там, главный бог, бля. И значит, сегодня Трамп себя возомнил Аннунакисами этими все на вершине пирамиды. Где-то есть поправочка просто небольшая. Да, у Трампа вообще в характере такое, это заметно, если просто проследить за ним. Он видит, где, на чьей стороне сила, он на тех обращает внимание. Вот он же пообещал Ирану, все, мы завтра придем, вас освободим, готовьтесь, помощь идет. Но как только
придавили народ, он сказал, все, мы уже не идем в Иран. Он, если бы задавили этого... Ну, видишь, я сделал поспешные выводы, там написал такой пост о том, что, ну, иранцы, типа, вставая на лавочку, не будут снимать обувь. Не будут. И Трамп никуда Не, поедет. я говорю к тому, что, видишь, а оказалось, что, ну, снимают, потому что на самом деле ошибка любой борьбы с диктатурой – это мирный протест. Конечно. Его не должно То есть быть. мирный протест – это когда массовый, это когда, знаешь, все слои населения, в том числе силовики, силовой блок, он переходит На сторону, на сторону восставших. Да, а В ты- данном случае там существует каста из приближенных, из тех, что не создал Мадуро в свое время. Ну, а ты то есть, уверен, что это... Почему Мадуро охраняли Я кубинские хочу боевики? тебя Вот, перебить. я тебе про что говорю. Хотя сейчас прошла информация, значит, в Твиттере о том, что будто бы Рубио, кубинец сам по национальности, ну, который сейчас возглавляет Госдеп, готовят смену правительства, значит, в Кубе. При этом ищут среди кубинцев, среди тех, кто там, значит, во власти сидит, значит, ну, тех, которые готовы, значит, вот этого нынешнего президента скинуть, да. короче, достать эти трупы этих Кастро, сжечь там, короче, в пушку зарядить и в сторону Москвы стрельнуть. Но ситуация такая, что, видишь, поколениями, там вот эти дети, внучки, правнучки вот этих революционеров, они сидят у власти. То же самое, кстати, и в Рашке. Да. Ну, Все же вот эти вот. Там же неспроста прогнали историю, что какой-то там еврейский предок Путина поварил у Ленина. Это же не просто так было сделано. да. И тоже, вот мне охота Ну, узнать, самое как обычное. ваши вот эти диктаторы в Туркменистане тоже Конечно. они не были этими басмачами, они были вот те, кто их гонял, да? Неизвестно, кто такие. Вообще, может быть, даже и не туркмены Может, даже. и не туркмен, да. Вот, это очень Абсолютно. хорошая штука. Почему? Потому что вот у нас... Как Кадыров. Я хочу Сеченец. Иран просто сейчас тебе ага, задену. давай. Пару минут у тебя возьму. Вот Давай, Иран. Почему не получилось у иранского народа? Мирный протест. Нет. Секунду. Этот мирный протест, он был спровоцирован реально самим народом Ирана или какими-то силами извне? Потому что власть, которая находится сейчас у власти в Иране и всем этим заправляет, не надо забывать, что в 70-х годах они пришли с помощью сионистов из Франции прилетели. И евреи их там поставили, этого аятуллу, этого там мулу какого-то. Мы сейчас слушаем альтернативное мнение на существующую теорию. Нет, но согласись, это я не придумал. Порыся в интернете, кто был организатором властей аятуллы, этих мул в Иране. Европа. Ну, левые, Это прежде всего. 79-й год был, Это- да. Вот Да. эти вот левые Они- студентики и студентишки в самом Иране. Да, нет, но ведь просмотри. Которых убрали- потом, кстати, исламисты До расстреляли. этого так был называемые. Реза Пехлеви, Да. который сначала разбазарил все богатство страны, Англии дал, Америке дал, всем, Советскому Союзу, да. всем подарки пораздавал, в Англии танки купил на 40 триллионов долларов, которые они до сих пор Нет, еще я не поправлю, получили. там 250 миллионов Ну, что-то такое. фунтов было. И это Борис Джонсон вот буквально 2 или 3 недели назад сказанул о том, что такое вот Да, 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 британский колониализм. был. Именно я тоже это слышал. Вот они еще эти танки не получили. И Ну, причем британцы их куда-то продали и как- двойную сумму Как и получили. турки, например, все еще не получили F-35 от Америки, который уже давно Не, оплачен. ну там они не получили, потому что они купили у русских С-400. И тогда Трамп сказал, мы вам Но не дадим. я думаю, это для них не должно быть проблемой, потому что раз продал, бизнес сделан, контракт подписал, деньги получил, будь добр, отдавай. С кем он дружит, как он дружит, не должно тебя волновать. Потому что сегодня мы видим, если Трамп реально хотел защитить там Совет мира, да, Совет безопасности, Создать, да. то почему он сегодня в свой Совет безопасности приглашает Путина, например, Ну да, не только- или Лукашенко И Путина, и Иран. с какой целью приглашает? Если посмотреть, многие эти страны, которые вот это находятся, да, вот в этом списке ты Мгм. прочитал недавно. Но они диктатура, тут же Вспомни- Узбекистан. Вспомни Советский Союз и страны, с которыми они сотрудничали. Кому давали деньги? Тот же Буркина-Фасо,
тот же Ливан, Да вся тот Африка, же да. Иордания. Они с кем контактировал Советский Союз, где сидят ихние люди, они опять же их и взяли. А что они хотят? Они хотят в общем Ну, в полностью... Иордании король вообще-то. Да. И Нет, черкесы. не имеет разницы. Звание, должность, там, президент, министр, король, какая разница? Если он перед кем-то прослуживается, значит, они показывают вид. Вот мои люди, я их собрал, если надо будет, я вас буду гасить везде и как захочу. Но они забывают одно. Это даже говорил человек неверующий, атеист, я сейчас не знаю, не помню, как его зовут. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Так вот, они сейчас какие-то там планы делают хитрые, этих надо уничтожить, тех надо уничтожить, много говорящих надо уничтожить, но нельзя и забывать одну реальность. Религия, она существует, кто управляет солнцем, кто управляет погодой. Тебе многолетиями идет зима, лето, весна, меняется, ты родился в утробе матери, вырос такой большой из капли смеси. Теперь сидишь тут, разговариваешь, большой человек с очками, с глазами, с ушами, слышать можешь, говорить можешь. Это эволюция и физика. Так вот, но это твое мнение, я не буду тебя заставлять там во что-то верить, каждый верит в свое, то, что знает, но я верю в то, что в это, и что есть сила высшая, которая нам говорит: вы, люди, я вас создал и поделил на народы для того, не чтобы вы друг друга убивали, а чтобы друг друга умели любить и содержали справедливость. Злодеи, да, они будут всегда. Добрые люди, они тоже будут всегда. И добро, и война, эти скандалы между добром и злом, это тоже будет всегда. Это было всегда, это даже нам в сказках нам об этом даже рассказывали. Это всегда будет. Но если вспомнить любую сказку, даже самую черную, или самый страшный фильм, в конце мы все равно видим, добро и правда всегда побеждает. Правда, за эту правду и добро, чтобы люди за это не держались, людям там, кого-то подкупают, кого-то запугивают, сталинская система, например, 70 лет советские, бывшие 15 республик до такой степени запугали, что люди уже просто сидят, не дай бог, у нашей стране тоже будет война. Но извини меня, если у соседа на твоей улице загорелся дом, и ты не поможешь ему его потушить, то этот огонь перекинется на твой дом. И ты никуда не уйдешь. А потом следующий сосед будет смотреть, пока твой дом догорит. Пока до Но него это дойдет. идеология людей оседлых, которые слишком друг дружку близко живут. Мы же и туркмены, и буряты, мы же кочевники. Понятно, что в степи там встречались только по праздникам, но Ну, ты взаимопомощи Ты сейчас прямо на пожар ушел. Я щас- кочевнических Ну, представь себе сейчас, было гораздо больше. Украину Кочевники же бомбят. объединялись по щелчку пальцев. Украину бомбят, Палестину бомбят, там, Гренландию будут бомбить. Но гренландский народ, скорее всего, ему, наверное, Европа тут стала. Потому что если он туда нападет, Ну, там вообще говорят, это что уже типа реально- ну, есть такая маргинальная теория, что гренландцы, вот это вот, как будто бы коренное население, эскимосы, оно Инуиты. вроде как и не коренное, короче. Инуиты. Они приехали тогда уже, когда в Гренландии Инуиты жили там эти, норвежцы, там вот это все прочее. я не знаю, там Типа, норвежцы как жили, будто нет? бы. Это Нет, вот ты норвежцы знаешь, там кочевые жили. племена. Почему ее, собственно, Гренландию это называют? Потому что был такой период, когда там с 9 там, по 11 или по 12 век она растаяла, как бы там тепло Теплая очень была, было. Да, зелёная там даже была. можно было, говорить, это, как его, зерно сеять. Может быть. И ситуация такая, что вроде как инуиты пришли, всех норвежцев посадили на пику, короче, в общем, истребили полностью, при этом ДНК вообще норвежская отсутствует, то есть пленных не брали, как говорится. Но я это узнаю, в принципе, эскимосы, чукчи, это народ воин, это такой так скажем, вот этот северный пояс, это вообще, в принципе, населен именно как раз племенами чукчи, которые, это говорят, Сибирь. местами устраивали геноцид тем народам, которые, каким-то племенам, которые да. там жили. Причем пленных не брали, судя по всему, и женщин в том числе. Ну вот, возвращаясь к тому, что ты сказал, это все хорошо, там, быть добрыми. Вот буряты добренькие, вот их и на войну там забирают, там, и, значит, и ножки об норковую шубу вытирают и заставляют там всякие гадские слова говорить и так далее. Добренькие до поры до времени должны быть люди.
И вот я хочу сказать, вот как Америка, почему она сейчас самая сильная, короче. Потому что там тоже были такие же вот дурачки, аутисты, там это все прочее, тоже продвигали эти идеи, будьте добренькими и так далее. В основном среди кого? Среди рабов на югах. Да. И вот те демократические основы, которые преобразили как раз Соединенные Штаты, сделали из нее передовую промышленную державу, которая потом позволила после Второй мировой войны вырваться в лидеры и в экономическом и военном составляющем. Там была такая фраза в XIX веке. Бог создал людей сильными и слабыми. Самуэль Кольт сделал их равными. То есть вот наличие оружия, и к чему я бурят призываю, вооружайтесь законными методами, естественно. Ну да, когда власть видит... Привозите оружие оттуда, с этого. Со своего. Да, там гранаты и все прочее. Это вот, ну, да, в Улан-Удэ там, как только вот какие-то были конфликты где-то, постоянно начали там люди взрываться. То гранатой там по пьянке кого-то взорвал, то сам взорвался, то там в подвал забросили гранату, она там взорвалась. Ну, в общем, это... Ситуация в том, что бурятам сейчас нужно вооружаться, потому что, видите, русские нацифицируются, особенно в Москве. Они там не дали никого на это, на СВО толком, короче, там каких-то этих дураков там завербовали. Сейчас они отказываются. Но если Москва нацифицируется, то для нас это очень плохо. Почему? Это для всех плохо, не только для вас. Да, Да, они давно потому, нацифицированы. естественно, потому что они... Нет, одно дело, что они просто на привилегированном положении, как вот эти все хорошие русские-то, они откуда появились. Сейчас, кстати, надо нам быстренько... слишком много Трампу посвятили времени. Сейчас суды проходят. В Германии поймали, значит, какую-то шпионку, которая там действовала вполне открыто. Ну, она прям передавала информацию о военных, значит, всяких ну, их много составляниях там и так далее. Да. Ну, ты там вот немножко побыл, там что, пересекался с такими персонажами? Нет. Ну, вот эти русскомирные, знаешь, типа, короче, там, Ну, да. немцы там, так далее. Есть, там, русские, есть да. такие, да? Морду колотила? Нет, женщины встречались. А, женщины. Вот это самое противное. И ударить вроде нельзя. Ну нет, на политическую тему не общались даже. Абсолютно. Так вот, сейчас еще и суд здесь проходит. Польша. Закрытый суд, там парочку арестовали, это, как он, Рогов. Значит, Рогов и его жена, значит, и он там всякие там картинки рисует, ну, там что-то поступило, как будто бы он против войны, там такой антивоенный. Ну, и вот как раз вот среди этих антивоенников, ну, которых я так называю, вот полно, через одного стукач и агент путинского режима. Тоже здесь какие-то делишки делал. Что вы по этому поводу думаете? Все купленные за деньги, все это делают. Да. Есть страх, здесь страх и оплата, и все. Потому что Сталин до такой степени эту страну довел, а КГБ доработало. Все, людей сначала запугали, а потом поделили. А вот запугали, потому что не вооруженные. А кто был вооруженный, всех ликвидировали. Вот как басмачей, например. Так ты смотри, в нашей стране в 2015 году людей оставили без охотничьих ружей. С какой целью, спрашиваете? Угу. Просто, Туркменистан. да, просто сказали, надо собрать, там правительство приказ дало. Сколько? 10 лет уже прошло уже, у людей нет оружия. Раньше у людей дома было охотничье оружие. А в каких странах это? Во многих странах это все еще есть. Казахи вон вооруженные вечно ходят, им дай только пострелять. Но нам тоже дай только пострелять. Но склады с оружием в но Казахстане. с другой стороны, 21 век. Мир уже напичкан ядерными бомбами. Россия имеет, Украина имеет, Иран имеет, Пакистан имеет, Израиль имеет, Европа вся имеет. А что они сейчас будут стрелять друг друга? Польша и Германия Если не им не имеют. слабо, так пусть нажимают кнопку, если жить не хотят. Так они же сами боятся смерти больше всех. Не то что люди. Люди-то готовы умирать. Так эти люди, которые всем этим сидят, играют, игры устраивают, закрыли, уничтожили ООН, уничтожили еще что-то и придумали еще следующий Совет Безопасности, членство там столько-то долларов. И что? Казахи уже возмущаются, что Токаев туда пошел. Узбеки возмущаются, что Мирзоев их туда пошел. С какой целью? Америка сейчас, там уже была один раз в начале 90-х. Потом вышла. Это вышло боком Узбекистану. И они опять туда вошли. Почему он взял казахов и узбеков? Потому что казахи и узбеки всегда... А потому что казахов, узбеков и киргизов очень много в Соединенных Штатах. Причем они там сидят очень... Нет, киргизов там не было. Очень много киргизов.
Вот сейчас я читал такую статью, сколько, значит, представители выходцы из каких стран сидят на велфере. И там практически 40% кыргызов, которые натурализовались в США, ну, то есть получили грин-карту и так далее, они сидят на велфере. Ну, это правильно, потому что если большие семьи Ну да. размножаются и так далее, это стремительно растущие диаспоры в Соединенных Штатах. Ну Поэтому, с другой стороны, вот ты посмотри, Трамп сейчас же заигрывает с тюркским миром, например, вот мы с Серегой обсуждали, с экспертом Сергеем, точнее, извиняюсь, где-то 1,5-2 месяца назад, когда вот всех диктаторов из Центральной Азии Трамп пригласил за рабочий стол, с ними там заключил какие-то соглашения, и даже твой диктатор Бердымухамедов тоже там сидел. Но приехал на поклон, короче, к настоящему диктатору, условно говоря. Ну, он там неудобствовал, то есть ему же там ручки целуют, падают перед ним и так далее, а в Америке-то никто такого делать не будет, короче. Да. И поэтому понятно, что вот, ну, я так считаю, что самого вот такого страшная диктатура это как раз у вас в Туркменистане. И, конечно, там люди рано или поздно поднимутся против такого. Ну да, абсолютно поднимутся. Да, потому из что- всех азиатских республик в Туркмении сейчас самый жесткий режим. Но с другой Ну, стороны, да. он же Я почему думаю, жесткий? да. Почему жесткий? Потому что туркменский народ это народ воин, может быть, поэтому. Ну ты представь себе, вот мы говорили об исламе чуть-чуть, да, говорили. И есть такое досвидчение, факт. У всех народов есть религиозные писания на их языке, переводы. Даже в России есть на русском языке. И, ну, скажем, о Коране. В Туркменистане есть Рухнама. Не, Рухнаму уже давно нету. Она была при первом. А сейчас другая какое-то, да? А сейчас он каждый день что-то пишет про травы, про чай, про еще А что-то. это отец. Не, это молодой. вот И уже молодой этот. пишет. Да, да. Ну, ему тоже дают писать, потому что им же надо будет потом оправдываться за свои деньги, которые они украли. Ну, да. 6 миллионов населения, продай 6 миллионов книг за $100 каждый, те 6 миллиардов долларов, 600 миллионов долларов. Это не мешает же. Но сколько миллиардов на газе только одну? Ну, 120 миллиардов на газе каждый год, это как минимум только с Китая. А еще, что идет с России, неизвестно, или вообще дает им Россия деньги. Не, дело в том, что он Мне в кажется, России Россия перестал деньги давать не дает. вроде газ. Не, дает. Не, а там Он такая, не может не давать такая России газ. система, Они что сделали, нашли экспорт, туда, на Азербайджан. Нет, в 70-х что годах- экспорт, ну, В 70-х годах они построили 2 линии. Одна пошла в Москву, Да, это другая пошла в Киев. Линия, которая шла в Киев, это Они взорвали- газопровод «Дружба». Нет, дружба то нет, я не знаю, как он называется. 70-е годы, я только родился, я даже не помню об этом, но это засекреченная информация, засекреченные объекты, как это идет. То, что идет в Украину, помните, был у России конфликт с Украиной из-за газа. И Ну, Украина продавала, и русские продавали. И тут у них был Это конфликт. был, да, 90-е годы. И сейчас скажу, на выходе из Казахстана, там на побережье Черного моря, Не Черного, Каспийского а моря, Каспийского. взорвалась одна газовая станция, трубы, которая шла на Украину. газонасосная, ну. И после этого Украина газ не может продавать Европе. И стала зависеть от России, от московского газа. А Москва сказала, у меня в Сибири свой газ есть, я его буду через Северный поток давать. И вот это вот у них пошло, покатилось. И то есть, это газовая проблема у них с 70-х годов идет. То русским надо, то украинцам надо. А наши тихо сидят, молчат, чиновники, потому что они сами их же и ставят, этих чиновников. Потому что еще в 1938 году, когда они начали убивать чиновников по одному, потому что первый чиновник, когда они его поставили, он не выполнил приказ Сталина, ему было приказано создать туркменское войско, и силами этого туркменского войска уничтожить этих басмачей, ну так они их называли, Мгм. воевников, которые воевали против коммунистов, потому что ни дашнакские, ни буденовские войска не смогли их победить. Все просто пух и прах разлетелись еще в те времена. Был приказ создать войско из местных и местными надавить. Но, конечно, пошли против приказа, дали знать, которым в Песках написали письмо и сказали, братоубийством не будем заниматься, мы вам даем возможность уйти в Иран или Афганистан. Я И не в дан- устаю, да. и в данный момент мы видим туркменов в Иране, в Афганистане.
которые, если что, готовы подняться, воевать. Ну, на все воля Всевышнего, конечно. Иншаллах, придет тот день, когда мы это все увидим. Ну, увидим, не Ну, увидим. как ты считаешь, вот смена режима Аятолла, например, снова на возвращение шахской династии или там, может быть, демократической... Иранцы этого не хотят. Вам в плане свержения вот этого... Но в Иране режим не свергнут. Сильнее? Ты думаешь, не свергнут? Нет, Пехлеви не придет. Угу. Потому что он не нужен иранцам, этот режим. Он хуже, чем аятоллинский режим. Потому что люди, Ясно. иранцы об этом сами говорят. Когда пришел аятулла, да, он нам говорит, там некоторые запреты принесли, но были лучше, чем пехлевинский режим. Потому что пехлевинский режим разбазарил казну, объединил народ. Тотальная коррупция. Объединил народ, Ну, тотальная коррупция. Еще понятно. хуже. Эти более-менее чуть-чуть лучше бы сделали. Там, Гнилая аристократия, все ясно. Да. Поэтому я думаю, навряд произойдет так, как хочет Всевышний. Я всегда так говорю, потому что планировать что-то говорить. Можем говорить целый час, что угодно, это никогда не закончится. Ладно, ну на столь блестящей ноте, как говорится, наше время уже подходит к концу. Следующее. Один вопрос не успели обсудить. Это форум «Свободной России», так называемый, который Гарри Каспаров через 3 недели проводит, если я не ошибаюсь, в Риге. 16-го, да, с 16 февраля. Значит, вот его не обсудили. Там, ну, плавно вот от этого вопроса со стороны этих шпионов, исходящих из хороших русских, должно было бы вот туда перейти. Ну ладно, я думаю, что обсудим на следующей неделе этот вопрос как раз ближе к дате. Поговорим там о тех участниках, которые там уже заявлены. В общем, большое спасибо нашим уважаемым экспертам и гостям Сердару и Сергею. Чуть не сказал Владимиру. Так, ну и традиционно вот заканчиваем наш эфир словами благопожелания бурятскому народу иметь свою собственную власть, бурятам бурятскую власть. Путина Бурятия должна быть для бурят. Все ресурсы, которые в Бурятии должны идти на воспроизводство бурят. Программа нашей партии «Бурятский миллион», а затем «Бурятские 10 миллионов». Как мы будем размножать и увеличивать численность в течение 30 лет. Все это возможно. Ресурсы есть. Да. Все подсчитано. Дебет-кредит сведен. Бурятов будет много. И Бурятию заселим от Енисея до Амура. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Тем мы победим. Всем пока и до новых встреч.